Маленький герой Библии. Сотворение мира. Вначале Бог сотворил все. В первый день Он сказал: да будет свет. На второй день Он сотворил небо. На третий день Бог создал океаны и землю. Еще Он создал траву, растения и деревья. На четвертый день Бог создал солнце и луну и звезды. На пятый день Бог создал птиц и всех живущих в морях созданий. На шестой день Бог создал всех животных на земле. И еще Он создал Адама и Еву, первых людей. Бог посмотрел на то, что Он создал. Это был хороший новый мир. На седьмой день Бог отдыхал от всей своей работы. Его творение было завершено. Зажигает солнце по утрам, а звезды и луну по вечерам. Наш Бог, наш Бог, наш Бог. Кто зажигает солнце по утрам, а звезды и луну по вечерам. Наш Бог, наш Бог, наш Бог. Кто сотворил весь мир от огромнейших планет до крупинки песка. Наш Бог. Кто сотворил весь мир от огромнейших планет до крупинки песка. Наш Бог. Кто создал радугу после дождя, и кто сказал, что Он любит тебя. Наш Бог, наш Бог, наш Бог. Барашки облаков по небу пустил. Скажи скорей, кто это был? Наш Бог, наш Бог, наш Бог. Кто сотворил весь мир от огромнейших планет до крупинки песка. Наш Бог. Кто сотворил весь мир от огромнейших планет до крупинки песка. Наш Бог. Кто Он? Кто это был? Кто весь мир сотворил? Наш Бог. Кто сотворил весь мир от огромнейших планет до крупинки песка. Сотворил весь мир от огромнейших планет до крупинки песка. Наш Бог. Маленький герой Библии. Даниил. Даниил – это молодой человек из Израиля. Когда вавилонский царь завоевал Иерусалим, он отвез Даниила и его друзей в свой дворец, чтобы они работали там слугами. Им давали нездоровую еду и вино, но Даниил и его друзья соблюдали закон Бога и вместо этого выбрали овощи и воду. Через 10 дней они выглядели здоровее, чем другие, и им позволили и дальше соблюдать законы Бога.
Позже у царя были ужасные сны, и он приказал предать смерти всех мудрецов, потому что они не могли сказать, что ему снилось, и что означали эти сны. «Никто в мире не может узнать твои сны и объяснить их», — взмолились мудрецы. Даниил тоже теперь стал мудрым человеком. Он помолился Богу о помощи. И Бог все рассказал ему о снах царя. Даниил быстро пошел к царю и объяснил, что сказал ему Бог. Царь был очень счастлив, узнав, что означают его сны. Царь теперь знает, что Бог Даниила – единственный настоящий Бог. Чтобы показать свою благодарность, царь сделал Даниилу подарки и сделал его правителем страны. Много лет спустя злые люди посадили Даниила в логово со львами, потому что он молился Богу, а не новому царю. Бог послал ангела, который заградил пасть львам. Даниил спасен. Слава Богу! Маленький герой Библии. Добрый самарянин. Иисус рассказывает своим последователям историю о добром самарянине. Это история о любви к своему ближнему. В истории еврей путешествовал из Иерусалима в Иерихон. На него напали разбойники. Священник шел по той же дороге. Когда он увидел пострадавшего человека, он не остановился, чтобы помочь. Служитель из храма увидел этого же человека, и он тоже не остановился, чтобы помочь. Самарянин увидел человека и остановился, чтобы перевязать его раны. Он посадил пострадавшего человека на своего осла и отвез его в гостиницу, чтобы позаботиться о нем. Самаряне и евреи обычно не любили друг друга, но этот самарянин следовал по заповедям Бога: люби ближнего своего. И Иисус заканчивает свою историю, говоря нам о том, что нужно любить других,
так, как делал это добрый самарянин. Маленький герой Библии. Исфирь. Царю Вавилона была нужна новая царица. Он собрал всех прекрасных девушек Вавилона, чтобы выбрать одну из них и сделать ее царицей. Исфирь – еврейская девушка, которая живет в Вавилоне. Исфирь понравилась царю больше всех, и он выбрал царицей ее. Аман – помощник царя. Аман ненавидел евреев и обманом заставил царя убить их. Исфирь устроила пир для царя и Амана. Царю так понравился пир, что он сказал: «Исфирь, я дам тебе все, о чем ты попросишь». Исфирь ответила: «Аман хочет убить мой народ, пожалуйста, останови его». Царь рассердился и остановил Амана. Еврейский народ счастлив, что он в безопасности. Праздник, который называется Пурим, все еще отмечают и сегодня, в память о том, как Исфирь спасла свой народ. Маленький герой Библии. Иисус Навин. Бог сказал Иисусу вести народ Израиля в землю обетованную. «Не бойся, потому что я с тобой», — сказал Бог Иисусу Навину. И Иисус Навин послал 2 разведчиков, чтобы они исследовали землю и великий город Иерихон. «Воистину, Бог предал нам всю землю», — сообщили разведчики. Люди Иерихона в ужасе, что мы идем. Израильтяне должны были пересечь реку Иордан, чтобы добраться до Иерихона. Когда они внесли ковчег завета в реку, Бог заставил реку остановить поток. Все перешли на другую сторону по сухой земле. Иисус Навин взял из реки 12 камней, чтобы сделать алтарь. Алтарь для того, чтобы напомнить людям о том, как могуществен Бог и что Ему надо повиноваться. Когда люди достигли Иерихона, Бог сказал им, что делать. Они повиновались. Они обходили вокруг города 6 дней. На 7-й день они строем обошли вокруг города 7 раз. Священники дули в трубы, люди кричали. Стены Иерихона обрушились вниз до самого основания. Иисус Навин был великим предводителем. Он и его люди повиновались Богу, и Бог дал им землю обетованную. Шаг за шагом, день за днем с Иисусом Навином идем. Он и сильный, и умелый, справится с любым он делом. Шаг за шагом план таков: очистить землю от врагов. Где твои бойцы пройдут, города врагов падут. Иисус Навин, нас веди, что Господь нам сказал, как идти. Землю, что ждет нас впереди, шаг за шагом веди. Шаг за шагом обойдем сильный город Иерихон. Трубы протрубим 7 раз, стены упадут в тот час. Так одно за другим Божий план
Иосиф! Отец Иосифа подарил Иосифу особую одежду. Его братья позавидовали. Братья захотели избавиться от Иосифа. Они продали его торговцу, который направлялся далеко-далеко. Они солгали. Они сказали своему отцу, что Иосиф умер. Иосифа посадили в тюрьму в Египте. Фараон, правитель Египта, узнал, что Иосиф может толковать сны и сказать, что они означают. Бог помог Иосифу растолковать сны фараона. Фараон был так счастлив. Он сделал Иосифа правителем Египта. Братья Иосифа приехали в Египет, чтобы купить еду. Иосиф простил своих братьев. Он сказал им, что Бог послал его в Египет, чтобы помочь людям, в том числе и им. Вся семья Иосифа переехала в Египет. Иосиф снова увидел своего отца. Иосиф счастлив, что Бог всегда с ним, и что он снова собрал его семью вместе. Вот моя семья, но любит папа больше всех меня и мои братья были совестью полны. В ров они меня спустили, а потом продать решили в рабство, совсем в чужую страну. Всех 11 я помню, им обиды не припомню. Я люблю их все равно и все простил давным-давно. А теперь хочу, чтобы были мы одна семья, мои братья, все мои братья и я. Бог за мною наблюдал, дар пророческий мне дал мудрость страной чужою управлять. Голод был страшный на земле, Бог о нем сказал во сне, смог я тогда помочь своей семье. Всех 11 я помню, им обиды не припомню. Я люблю их все равно и все простил давным-давно. А теперь хочу, чтобы были они со мной, мы снова стали одной большой семьей. Маленький герой Библии. Маленькая служанка. Воин по имени Неиман был военачальником большой армии. Однажды его армия напала на Израиль и взяла в плен маленькую девочку. Маленькая девочка была опечалена тем, что покинула дом, но она мужественно справлялась со своей новой жизнью. Она стала служанкой жены Неимана. Девочка помнила о своем доме и о своем Боге. У Неимана ужасная болезнь. Маленькая девочка, служанка, сказала ему: «Елисей, пророк Бога, он может исцелить тебя». Неиман поехал в Израиль, чтобы увидеть Елисея. Елисей сказал: «Омойся 7 раз в реке Иордан, и ты будешь исцелен». Неиман омылся в реке, его болезни полностью прошли. Неиман счастлив. Он знает, что Бог исцелил его. Благодаря маленькой девочке
Нейман исцелен и узнал о силе Бога. Пришел Нейман к Елисею: я болен, можешь ли помочь? Иди омойся в Иордане 7 раз, и вся болезнь пройдет. Сколько раз омыться должен Нейман в речке Иордан, в речке Иордан? Сколько Нейман омыться в речке должен? 7 раз и ни разу больше. К Иордану Нейман подходит, совсем не веря в исцеление свое. Река похожа на все другие, наверно, обманул пророк. Сколько раз омыться должен Нейман в речке Иордан, в речке Иордан? Сколько Нейман омыться в речке должен? 7 раз и ни разу больше. В Иордане он омылся, как и велел ему пророк. На берег вышел и исцелился, поверить в чудо он не мог. Сколько раз омыться должен Нейман в речке Иордан, в речке Иордан? Сколько Нейман омыться в речке должен? 7 раз и ни разу больше. Считаем 1 и 2, 3 и 4, 5, 6, 7 и ни разу больше. Сколько Нейман омыться в речке должен? 7 раз и ни разу больше. 7 раз и ни разу больше. 7 раз и ни разу больше. Маленький герой Библии. Мариам. Правитель Египта, злой фараон, он приказал убить всех еврейских новорожденных мальчиков. Но у одной матери был план, как защитить своего малыша. Она сделала корзину из бумаги, покрыла ее глиной и смолой, чтобы она держалась на плаву, и положила в нее ребенка. Мать и ее дочка Мариам поставили корзину в водные растения у берега реки и молили Бога позаботиться об их ребенке. Мариам очень смелая старшая сестра. Она пряталась и наблюдала за плавучей корзиной своего брата. Дочь фараона пришла к реке, чтобы искупаться. Она увидела корзину и заглянула внутрь. Мариам беспокоилась, что сделает царевна с ее маленьким братом. Царевна взяла корзину и сказала: «Я позабочусь об тебе, как о моем собственном сыне». Мариам подбежала к принцессе и смело спросила: «Хотите, я найду няньку для ребенка?» «Да», — ответила царевна. Мариам была счастлива. Теперь ее брат в безопасности. Она отнесла его домой, чтобы ее мать была ему няней. Ребенок остался со своей настоящей семьей еще на какое-то время. Когда брат Мариам стал старше, их мать привела его к царевне. Царевна назвала его Моисей. Когда Моисей вырос, он вспомнил свою настоящую семью и своего Бога, который спас его. Моисей стал великим предводителем своего народа. В маленькой корзинке укрылся маленький ребенок. В маленькой корзинке укрылся маленький ребенок. В маленькой корзинке укрылся маленький ребенок. В маленькой корзинке укрылся маленький ребенок.
Положила мать младенца, сына спать в корзинку. Положила мать младенца, сына спать в корзинку. Был грозным фараон и не любил младенцев он. Положила мать младенца, сына спать в корзинку. В маленькой корзинке укрылся маленький ребенок. Чтобы с малышом проститься, к реке пришла сестрица. Чтобы с малышом проститься, к реке пришла сестрица. Плывет по той реке малыш в корзинке в корабле. Чтобы с малышом проститься, к реке пришла сестрица. В маленькой корзинке укрылся маленький ребенок. Малыша в корзинке с берега заметила принцесса. Малыша в корзинке с берега заметила принцесса. Как сына приняла и во дворец с собой взяла. Малыша в корзинке с берега заметила принцесса. Это Моисей, это Моисей. Младенец из корзинки, это Моисей. Маленький герой Библии. Марфа. Иисус и его ученики пошли в деревню под названием Вифания. Там жила женщина по имени Марфа. Она пригласила Иисуса к себе домой. У Марфы была сестра, которую звали Мария. Мария сидела у ног Иисуса и слушала учение. Марфа была очень занята работой. Она все делала одна. Она готовила еду и подготавливала дом для Иисуса. Марфа была расстроена, что Мария не помогает ей с работой. Поэтому она пожаловалась Иисусу. Она спросила: «Разве тебе безразлично то, что моя сестра мне не помогает?» Марфа удивилась, потому что Иисус дал не такой ответ, как она думала. Иисус сказал: «Марфа, Марфа, ты беспокоишься о стольких вещах, но уделить время тому, чтобы учиться у меня, это самое важное дело». Иисус хотел, чтобы... Маленький герой Библии. Ной. Ной – человек праведный и делал то, что Бог говорил ему делать. Но остальные люди делали плохие поступки на земле, что очень огорчало Бога. Бог сказал Ною построить ковчег. Ковчег высотой больше, чем 3-этажный дом. Ной взял животных в ковчег. Как только все животные и семья Ноя вошла в ковчег, Бог устроил ливень, который не прекращался 40 дней и 40 ночей. Ной выпустил голубя. Голубь возвратился, держа оливковый лист, что означало, что вода наконец-то сошла с земли. Все на ковчеге ждали и ждали, что земля скоро будет совсем сухой. И как только она высохла, Ной вышел со своей семьей и со всеми животными из ковчега. Ной построил жертвенник для Бога. Он поблагодарил Бога за то, что Он спас им жизнь. Бог явил радугу на небо и пообещал, что больше никогда не устроит потоп на земле.
герой Библии. Раав. Раав жила в Иерихоне. Иерихон – это большой город с высокими и прочными стенами. Бог сказал армии Израиля завоевать земли, где находится Иерихон. 2 лазутчика из Израиля пошли в город. Им нужно было место, где можно спрятаться от солдат Иерихона. Раав отважно спрятала лазутчиков на своей крыше. Раав перехитрила солдат, сказав им, что лазутчики покинули город. Лазутчики сказали Раав повесить красную веревку на своем окне и собрать всю ее семью у себя в доме. Если она так поступит, то и семья будет в безопасности, когда придет израильская армия. Потом Раав спустила лазутчиков из окна, чтобы они могли бежать. Когда армия захватила город, лазутчики увидели красную веревку и поняли, какой дом принадлежит Раав. Она и ее семья в безопасности. Смелость Раав спасла ее семью. Она сделалась прабабушкой другого смелого человека, царя Давида. Своих людей решил отправить Иисус Навин, город Иерихон. Город Иерихон. Велел узнать все, что возможно о его устройстве он. О его устройстве он. И в Иерихоне их застала ночь, и в доме спрятаться они бы не прочь. И добрая Раав впустила их, пообещав помочь. Царь Иерихона о непрошенных гостях все узнал. Стучаться в двери в дом Раав своих солдат тогда он послал. Своих солдат он послал. Они стучали и кричали ей: отдай шпионов ты нам поскорей. Но добрая Раав не отдала их, спрятала на крыше своей. И если тебе сердце доброе дано, то знай, что дороже всех сокровищ оно. Всюду делись ты своей добротой, и так же тогда будут поступать с тобой. А веревка из окна помогла им бежать. И не забыть обещали Раав, когда возвратятся в город опять. Они сказали: красную веревку привяжи к окну, чтоб было с улицы всем видно, и в свой дом возьми семью. И когда наша армия войдет, увидев знак, она твой дом пройдет. Ты была к нам добра, и тебя доброта спасет. И если тебе сердце доброе дано, то знай, что дороже всех сокровищ оно. Всюду делись ты своей добротой, и так же тогда будут поступать с тобой. И если тебе сердце доброе дано, то знай, что дороже всех сокровищ оно. Всюду делись ты своей добротой, и так же тогда будут поступать с тобой. Так же тогда будут поступать с тобой. Так же тогда будут поступать с тобой. Маленький герой Библии. Самуил. Анна молилась о ребенке. Бог ответил на ее молитвы и дал ей малыша по имени Самуил. Когда Самуил достаточно подрос, он отправился
отправился жить в храм Бога. Самуил помогал первосвященнику Илию. Самуил носил особую льняную одежду, которую носят священники. Он был хорошим мальчиком и усердно работал. Однажды, когда Самуил спал, он услышал, как кто-то назвал его имя. Самуил побежал к Илию. «Я здесь, вы звали меня?» — сказал Самуил. Илия зевнул и покачал головой. «Нет, я не звал тебя, иди обратно в постель». Самуил опять услышал, как кто-то называл его имя. Он побежал к Илии, но священник послал его обратно в постель. Затем Самуил услышал, как кто-то позвал его в третий раз, и он опять побежал и разбудил Илию. «Я здесь, вы звали меня?» — сказал Самуил. Илия знал, что Бог зовет Самуила. Он сказал Самуилу: «Если тебя позовут опять, скажи: говори, Господь, твой слуга слушает». Бог снова позвал Самуила. «Говори, Господь, твой слуга слушает», — сказал Самуил. Бог ответил на этот раз. Самуил слушал, и он услышал важное послание от Бога. Когда Самуил вырос, он стал великим пророком и предводителем, и он все так же слушал Бога. Маленький герой Библии. Чудеса, совершенные Иисусом. Что такое чудо? Это сверхъестественное деяние Бога. Первым чудом Иисуса было превращение воды в вино на свадьбе. Однажды Иисус и его последователи были в лодке во время ужасного шторма. Иисус приказал ветру и волнам успокоиться, и они повиновались Ему.
Как-то друзья опустили парализованного человека через крышу, чтобы доставить его к Иисусу. И Иисус сказал: «Вставай, возьми свой коврик и иди домой». Человек пошел. Лазарь был мертв 4 дня. Когда Иисус пришел к его могиле, Иисус позвал Лазаря: «Лазарь, Лазарь, выходи!» И Лазарь вышел. Он был живой. Иисус превратил 5 хлебов и 2 рыбки в достаточное количество еды, чтобы накормить более 5000 голодных людей. Иисус помогал людям везде, куда бы он ни шел. Он помогал хромым начать ходить, а слепым видеть. Библия рассказывает нам о многих чудесах, которые совершил Иисус, чтобы помочь людям. Разве это не здорово? Имя Иисуса выше всех, и Его царству нет конца. В нем только истина и жизнь, Иисус есть путь на небеса. Имя Иисуса выше всех, и Его царству нет конца. В нем только истина и жизнь, Иисус есть путь на небеса. Ты выше всех, ты выше всех. Имя Иисуса выше всех. Ты выше всех, ты выше всех. Имя Иисуса выше всех. Имя Иисуса выше всех. И Его царству нет конца. В нем только истина и жизнь. Иисус есть путь на небеса. Имя Иисуса выше всех, и Его царству нет конца. В нем только истина и жизнь, Иисус есть путь на небеса. Привет, друзья, на канале Детский клуб Kids. Сейчас мы посмотрим интересный мультик. Он называется «Пасха». Дорогие ребята, усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем смотреть. Пасха. Мария Магдалина, последовательница Иисуса. Она очень опечалилась, когда Иисус умер на кресте. После того, как Иисуса положили в гробницу, Мария пошла домой, чтобы приготовить благовоние для его погребения. Через 3 дня Мария вернулась к гробнице, но она оказалась пустой. Она увидела ангела, и он сказал: Иисуса здесь нет, Он воскрес. Она рассказала ученикам Иисуса о пустой гробнице, но они ей не поверили. Мария заплакала и вернулась обратно к гробнице. Она услышала, как кто-то произносит ее имя. Мария, Мария! Она увидела Иисуса. Мария была так счастлива, что Иисус жив. Иисус появился пред своими учениками. Он воскрес, воистину воскрес. Ну что, ребята, мы понравился наш мультик? Если да, то ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Следите за нашим каналом, будут новые мультики. Пока-пока. Ты
Маленький герой Библии.